Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рады приветствовать на нашем республиканском методическом объединении классных руководителей. На сегодня мероприятие, оно еще и связано с тем, что роль родителей возрастает, и система образования, она нацелена на то, чтобы воспитать достойное поколение. Сегодня на республиканском методическом объединении будет также освещен вопрос, касающийся образовательных учреждений дошкольных. И там, где классные руководители и воспитатели в содружестве, в процессе преемственности возрождают самые наши лучшие отечественные традиции в семейном воспитании, это замечательно. Сегодня я хочу представиться и представить нашего гостя, эксперта. Меня зовут Попова Ванда Цветановна, я являюсь методистом Центра развития общего образования и социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. Ну и представляю вам архиемандрита Филиппа, доктора богословия, члена исполкома Общества православных врачей России, члена Совета по биоэтике при Московской Патриархии. И целью сегодняшнего вебинара является содействовать повышению компетентности будущих родителей по подготовке к успешному родительству, гармоничному развитию ребенка, формированию культуры здорового образа жизни. На повестке дня у нас с вами сегодня такие темы. Тематические родительские собрания. То есть сегодня в общеобразовательных организациях существует такой орган, как Совет родителей. И, конечно же, в рамках управления школой мы сегодня предлагаем сотрудничество, и родители считаются полноценными участниками образовательного процесса. Сегодня мы не говорим словами, так скажем, я считаю, утратившими некоторую такую свою силу, как услуга. Да? Мы сегодня говорим, что родители не просто заказчики, они являются сотрудниками. И очень часто вот от того, насколько эффективно взаимодействие педагогов и родителей, от этого зависит качество воспитательного процесса в целом. Сегодня наши с вами тематические родительские собрания будут нацелены на, прежде всего, конечно, формирование образа жизни, здорового образа жизни, на профилактику негативных явлений в детской и молодежной среде. Ну и, конечно, понятие ответственное родительство. Оно включает в себя очень многие разные компоненты, и сегодня, конечно же, отец Филипп нам подробно обо всем об этом расскажет. Ну, в конце беседы я постараюсь еще проговорить некоторые педагогические аспекты, может быть, нашего вопроса. Ну а сейчас я передаю слово отцу Филиппу. Отец Филипп, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые родители, педагоги, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим о семье и воспитании детей. Тема очень сложная, и каждый имеет свою точку зрения на эту тему. Это сложный вопрос, но я постараюсь сегодня основываться на Священном Писании, на документах, которые имеет Русская Православная Церковь, чтобы вам осветить христианские аспекты правильного построения семьи и воспитания детей. И, конечно, прежде всего, мне бы хотелось сказать, что семья – это прообраз Троицы. Как в Троице взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом строятся на принципах любви, точно так же и построение семьи основывается очень гармонично на принципах любви. Но, конечно, мы здесь должны посмотреть еще на строго иерархическое построение. И здесь, прежде чем приступить к раскрытию этой темы, я хотел бы сказать, что структура семьи, то есть ее, скажем, такая, может быть, даже кристаллическая структура, она должна быть неподвижной и построена достаточно жестко. Во главе семьи стоит отец, конечно же, вторым человеком в семье является мама, и затем идет ребенок. Когда соблюдается этот жесткий принцип построения семьи, когда во главе стоит отец, а мама является помощницей отца и хранительницей семейного очага,
тогда понятно, что в руках их находятся дети, которые являются для них даром Божиим. Это очень строгое построение семейной системы. Оно позволяет избежать очень многих ошибок, очень многих конфликтов в семье, которые, к сожалению, зачастую сейчас встречаются. Конечно, мы с вами должны еще, прежде чем приступить к раскрытию темы, сказать, что все Господь устроил достаточно просто, и в построении Ванда Цветан озвучила, что мы должны сегодня поговорить о здоровом образе жизни, о правильном построении вашего дня, ваших дел, которые вы совершаете в течение всего дня. Так вот, все это прописано тоже достаточно просто, и когда в семье соблюдаются эти условия, то, несомненно, гармония и порядок являются главенствующими в семье. С чего мы начинаем наш день? Конечно, наш день мы начинаем с молитвы. Почему мы совершаем утром молитву? Молитва – разговор с Богом. И, конечно, мы спрашиваем благословения на весь день. Кроме того, как врач еще, я хочу вам сказать, что молитва есть достаточно умный переход от сна к бодрствованию. И когда вы встаете на молитву вместе с вашим ребенком, то вы очень мягко переходите от состояния сна, то есть на торможение, да, к бодрствованию, к своим делам, которые должны совершать в течение дня. И кроме того, вы получаете самое главное – благословение Божие на весь ваш день. Конечно, в течение дня мы с вами должны сказать и ребенку, и всем членам семьи о том, что, несомненно, человек должен следовать принципу «здесь и сейчас». Это очень важно, потому что ритм жизни очень быстрый, и ребенок, а иногда мы сами, родители, зачастую в этой суете забываем, где мы с вами находимся, где находятся наши мысли, где находимся мы с вами. И зачастую с человеком случаются различные неприятности. Они случаются по дороге, они могут случиться и дома, когда человек может получить травму, когда он может во время дороги, например, на работу, забыть о том, что он должен думать о дороге. Он думает уже о том, что он должен быстрее прибежать на работу или сделать какое-то дело, и он забывает, что находится в пути. А находясь в пути, мы с вами тоже должны быть очень бдительными. Вы это прекрасно знаете, что когда мы соблюдаем принцип здесь и сейчас, когда мы понимаем, что мы идем по дороге, мы должны думать о пути нашем по дороге. Заботиться о том, чтобы этот наш путь был безопасным, чтобы мы благополучно дошли до своей работы или до иного места, куда мы с вами направляемся. Этому самому мы должны учить нашего ребенка, который не должен спешить вперед и думать о том, что его там будут сейчас в школе ругать, если он опоздает, или думать о каких-то иных проблемах своих. Мы должны всегда сосредоточить его на том, что он должен думать о дороге. А когда он приходит в школу, он уже тогда, находясь в образовательном учреждении, он думает о учебе, о послушании, которое ему дано. Итак, в течение всего дня мы с вами должны об этом помнить. Здесь и сейчас принцип. Еще об одном мы должны помнить с вами, что вкушение пищи, прием пищи тоже должен сопровождаться неким сосредоточием, потому что поспешный прием пищи вызывает у человека не только неудовольствие от приема самой пищи, но еще вызывает и физиологические нарушения нашего организма. Поэтому, несомненно, переходом тоже к правильному приему пищи будет молитва перед приемом и после приема пищи, когда человек очень спокойно переходит из состояния вот этой суетной жизни, в которой он находится, он переходит к приему пищи. Она становится для него полезной и приятной, что тоже очень важно для здоровья, для вашего здоровья, здоровья вашего ребенка. Ну и, конечно, завершается наш день тоже молитвой. Я уже сказал, насколько важен переход от сна к бодрствованию. Точно так же такой же мягкий переход должен быть от бодрствования к сну, чтобы наш сон был безмятежным, чтобы он был здоровым, оздоровительным сном. Мы должны с вами тоже, конечно,
завершать наш день молитвой. Вот этот переход, когда мы сосредотачиваемся, когда мы подводим итоги нашего дня, когда просим прощения, мысленно, а может быть что-то приходит к нам в мысли, мы должны сделать звоночек, попросить кого-то прощения. И вот примирившись со всеми, примирившись с собою, подведя итог нашего дня в разговоре с Богом, мы с вами можем тогда уже полагаться на наш одр сна, на нашу постель, и сон тогда наш будет здоровым и полезным. Ну и, конечно, еще не могу не сказать о том, что в течение дня мы с вами, конечно, должны соблюдать закон любви и взаимоотношения к окружающим людям. Здесь, конечно, мы с вами помним о заповеди любви, потому что заповедь, которая говорит о любви к ближнему, она гласит, что мы должны возлюбить ближнего своего, как самого себя. Это квинтэссенция 6 заповедей, которые говорят о любви к ближнему. Но сегодня не тема заповедей, мы очень косвенно и коснемся с вами в течение нашего разговора сегодня, но тем не менее мы с вами должны об этом сказать, что отношение любви, если мы уважаем самих себя, если мы любим себя как образ и подобие Божие, это будет всегда нас останавливать, если какой-то гнев, раздражение, может быть, не дай Бог, ненависть какая-то появляется к окружающим людям, мы с вами будем об этом помнить, что рядом находится человек, который имеет такое же человеческое достоинство, как и ваше. И поэтому мы должны как к себе относиться уважительно и никогда не терять свое достоинство человеческое. Точно так же мы должны очень уважительно относиться к достоинству другого человека. Вот это, пожалуй, основные такие принципы построения дня, с чего я хотел начать нашу беседу, как бы вступление к нашей беседе. Ну и еще что хотелось бы мне сказать. На чем строятся семейные отношения? Конечно, терпение и смирение. Это основа построения семьи. Терпение и смирение. Запомните эти 2 слова, и мы с вами в течение нашей беседы будем, наверное, к ним еще возвращаться. И второе, что я хотел бы вам сказать, что мы все время говорим о том, что дети должны соблюдать заповедь любви к родителям, почитать отца и мать, и тогда нам будет хорошо, и будем мы долголетними на земле. Так говорит 5-я заповедь Декалога. И иногда родители неправильно толкуют эту заповедь, считая, что ребенок находится в полном подчинении, он должен почитать безоговорочно, подчиняться, и наши раздражения, наш гнев изливаем на ребенка, мы иногда объясняем каким-то своим особым долгом по отношению к ребенку. Вот это ошибка иногда бывает, за которую родителям приходится расплачиваться уже позднее, когда ребенок становится подростком. Так вот, что нам говорит Священное Писание? Но хотелось бы тоже на это обратить внимание в самом начале. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Не раздражайте детей. Еще об этом пишется, чтобы дети наши не унывали. Потому что, раздражая детей бесконечными наставлениями, мы вводим их в состояние уныния, из которого ребенку очень трудно выйти. Он не может нам ничего сказать, потому что он находится как бы он в зависимом положении, он находится в подчинении. Ребенок впадает в уныние, и он тормозится в своем развитии. Ведь иногда нам приходится отправлять ребенка к психологу, на комиссии психолого-педагогические, ребенка, который находится в таком состоянии. А это абсолютно здоровый ребенок, который находится в состоянии уныния. Мы с вами об этом должны помнить. Ну что ж, теперь давайте мы с вами перейдем к основным принципам, на чем строится воспитание детей согласно Священному Писанию. Некоторые заявления могут быть, конечно, категоричными, но я основываюсь на Священном Писании, и вы сможете потом как-то, может, полемизировать, задать вопросы, или мы проведем потом дополнительно с вами какой-то еще разговор. Итак, несколько принципов, которые излагаются в Священном Писании. Первый принцип таков, что брак между одним мужчиной
и одной женщиной является Божьим замыслом, и он создан для рождения и воспитания детей. Это очень важный момент в условиях нашего очень свободного либерального общества, которое сейчас нам навязывается со стороны некоторых кругов, либеральных, западных кругов. И, конечно, мы об этом с вами должны помнить, что Священное Писание говорит об очень строгом отношении к браку. Священное Писание, книга Бытия говорит: оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. Вот в этом заключается смысл брака. Уже не две плоти, не мужчина и женщина, а одна плоть. Это союз. Это единое целое, которое по благословению Божьему становится неким одним организмом. И зачастую ведь мы с вами часто встречаемся, что люди, даже, может быть, расторгнувшие свой брак, они мучаются, они не могут, они даже, может быть, не осознают того, что они стали одной плотью. И они постоянно будут в течение всей жизни испытывать боль другого человека. От этого никуда не деться. Это замысел нашего Творца. Второй принцип, о котором говорит нам Господь, что брачный союз есть способ, которым Бог планирует заселить землю людьми, которые бы прославляли Его и размножались и населяли землю. Очень важный момент тоже. Посмотрите, ведь Господь дает человеку, конечно, право называть все своими именами. Человек продолжает творение Божие, но, тем не менее, основой продолжения вообще человеческой жизни является брак между мужчиной и женщиной. Именно они, как продолжатели творения Божьего, населяют землю и прославляют за это Творца. Сейчас, когда мы с вами в таком эгоистическом обществе проживаем, то, к сожалению, о том, что Господь-то предусмотрел вообще-то мужчину и женщину для продолжения рода, это прежде всего замысел Творца. Какой смысл был создавать тогда мужчину и женщину? Никакого смысла Господу не было бы создавать. И именно основным является как раз продолжение рода. Размножаться, плодовитость людей. Это самое главное. И именно отсюда мы с вами уже обращаемся, конечно, к такому важному, наверное, вопросу, как демографический кризис, который существует и в нашей стране в том числе. Население сокращается только потому, что люди, согласно своим эгоистическим убеждениям, забывают о том, что они предназначены для того, чтобы вообще-то рожать детей и умножать население Земли и население нашей с вами земной отчизны. Это очень важный принцип, о нем не нужно тоже забывать, и когда мы касаемся вопросов семьи, это должно быть одним из главенствующих принципов. Следующий принцип, который очень категоричен, но который тоже относится к Священному Писанию, и мы говорим о том, что дети не должны быть зачаты вне брачного завета. Кроме того, говорится, что в Священном Писании очень жестко, это и в Новом Завете говорится, и в Ветхом Завете, бегайте блуда. И заповедь «не прелюбодействуй», которая говорит о том, что и отношения в браке должны быть чистыми, они не должны нести никакой тени блуда. Только в чистых отношениях мы можем воспитывать законопослушных и благочестивых детей. Следующее еще одно, может быть, заблуждение такое, которое очень часто бытует у современных родителей, что
Дети это наше творение, что творцами являются отец и мать. И зачастую ребенка в этом упрекают, что тоже иногда неправильно приводит к неправильным отношениям в семье. Так вот, дети – это подарок от Бога нам с вами. И Творцом ребенка является Господь, а мы с вами только соработники у Бога. Когда мы это понимаем, мы с вами, конечно, по-другому будем относиться к ребенку. Но, к сожалению, бытует такое мнение, что родители страдают из-за того, что у них такой ребенок. Они считают, что они недостойны такого ребенка. Но мы с вами забываем, что и ребенок родители не выбирают. Господь дает ему таких родителей, которые в этот момент были его соработниками. И зачастую и ребенок иногда страдает от доставшихся ему родителей. В Псалтире написано: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Награда. Ребенок – это награда. Так вот, как мы любим награды иногда земные, мы точно так же должны дорожить этой земной наградой, небесной наградой, которая явлена на земле, коим является наш ребенок. И когда таких наград много, это, конечно, дает еще большую ответственность, но это является еще и большей радостью для родителей. Конечно, исходя из этого принципа, что ребенок является наградой от Бога, это подарок родителям, мы с вами должны понимать, что ребенок, поскольку он является все-таки творением Божьим, а мы только являемся соработниками, нуждается в восполнении своих нужд. И вот родители должны материально обеспечивать нужды своих детей. От первого кормления у груди мы обеспечиваем питанием ребенка до момента, когда они смогут самостоятельно себя обеспечивать. Конечно, очень трудно определить возраст, когда ребенок будет самостоятельным. Это тоже индивидуально. И опять-таки это все зависит от вашего воспитания. Как вы будете воспитывать ребенка и какие установки будете давать, конечно, родителям, если это относится к педагогам. Послание к Коринфянам апостол Павел пишет: «И не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей». Вот здесь очень важно не перейти вот эту очень тонкую грань. Вы почувствовали, да, что мы с вами не должны из ребенка воспитать эгоиста. Мы должны давать ему ровно столько, в чем он нуждается. Как мы с вами начинаем кормить ребенка, когда он еще является младенцем, когда он начинает говорить, мы помогаем ему правильно говорить слова, мы учим его самостоятельно держать ложечку, чтобы он кушал, мы учим его ходить, мы готовим его с вами к школе. И вот он, уже поступая в школу, должен получить ровно столько любви и нашей заботы, чтобы этой любви и заботы хватало ребенку в течение всей его жизни. Вот вы знаете, дети, которые имеют хорошую семью, хорошая семья, понятие тоже относительное, и, наверное, нет хороших, плохих семей, всех семей хорошие, но все-таки основой для ребенка является любовь. Важно ребенку дать любви с избытком, особенно в этом возрасте до школы, когда мы еще можем оберегать его от влияния внешней среды. Получивший достаточно любви ребенок в окружающей среде в школе, а школа
в наше время это достаточно, я бы сказал, агрессивная среда, потому что очень жесткие законы существуют, конечно, в отношении не потому, что дети плохие или педагоги плохие. Почему это происходит? Ну вот наш владыка написал очень хорошее стихотворение, как раз под впечатлением тех программ, которые сейчас существуют, что из школы изгнан Бог. И, конечно, что мы хотим? Жестокость и агрессивность детей в школе порождается отсутствием понятия Бога в самой школе. Так вот, для того, чтобы все-таки мы не можем с вами влиять на формирование образовательных программ, иногда, конечно, мнение родительское учитывается и педагогическое, но иногда мы бессильны. И для того, чтобы противостоять вот этому разрушительному влиянию этой агрессивной среды, ребенок должен в детстве получить достаточно любви и устойчивости. Только имея крепкую любовь в своем сердце, он будет психологически устойчивым в любой среде. Это поможет ему не только в школе, это поможет ему и в последующем обучении в высшем звене образовательном. Это поможет ему достойно пройти и отдать свой долг в армии. И, конечно, это поможет ему затем достойно исполнять то послушание, тот труд, который вручает ему общество. Любовь и устойчивость ребенка, которую мы формируем с вами именно до поступления ребенка в школу. Еще один принцип, что, конечно, мы должны обеспечить ребенка материально, но мы должны наставлять своих детей в основных навыках культурной жизни, истинах о Боге, пути спасения, и должны наставлять его на путь мудрости в этом мире. Во Второзаконии написана эта книга Ветхого Завета. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То, что Господь говорит нам, обучая нас заповеди любви, должны действительно быть видимы для ребенка. И я всегда даю совет такой в семье, чтобы ребенок видел постоянно в своей комнате или в местах общего пользования, где вы находитесь вместе с родителями, чтобы обязательно висели, например, заповеди Божии, декалог, 10 заповедей. И ребенок, даже если вы об этом не говорите, проходя мимо этого напоминания, он непременно будет смотреть: не укради, не прелюбодействуй, не завидуй, не осуждай, почитай отца и мать, почитай Бога. И это будет для него как раз тем стержнем, который поможет ему быть устойчивым в жизни и человеком, который будет с радостью приносить пользу и делать добрые дела. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо я был сыну отца моего, нежно любимый, и единственной матери моей, и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Храни заповеди мои и живи. И вот ребенок, который помнит эти заповеди и уроки родителей в своем маленьком возрасте, он будет хранить их в сердце. Это будет давать ему огромные силы. Поверьте мне, что дети, которые получили достаточно любви от родителей в своем детском возрасте, они хранят это в сердце своем. Как правило, это люди, которые могут достичь очень большого и в своем труде, и в своем развитии, и духовном, и общественном,
Я не говорю такого слова, как карьера, потому что это не полезное слово, и мы ребенка не должны готовить к карьере или к какому-то успеху. Потому что если мы с вами вспомним, например, как воспитывали дворян маленьких, да, в XIX веке, то там четко было обозначено, когда ребенок говорил родителям, когда я стану царем, но родители всегда говорили: ты не можешь стать царем, ты можешь стать помощником царя. И точно так же мы с вами всегда должны говорить: не каждый ребенок может стать президентом или банкиром или каким-то известным артистом. К этому не надо готовить ребенка. Но он может помогать людям, которые достигают этих вершин. Не завидовать, а быть на вторых ролях, но таким же успешным, как мы говорим, человеком, но абсолютно не стремящимся к карьере. И надо сказать, что когда вот человек смиряется, то он получает и благодать Божию, силу и награду от Бога. Только такой человек может действительно духовно совершенствоваться и быть сильным человеком. Следующий принцип очень важный для нас, и мы с вами коснемся вот в рамках этого обсуждения сейчас нового закона, который выходит о профилактике домашнего насилия, ювенальной юстиции, которая вторгается в нашу жизнь, вмешивается в семью, вмешивается в педагогический процесс. Мы с вами становимся заложниками. Я не скрою, что действительно и педагоги, и родители сейчас просто боятся некоторых законов, которые связывают им руки в воспитании детей. Так вот, если говорить о христианских принципах, то мы должны сказать, что родители должны наказывать непослушных детей, но в любви, используя те меры наказания, которые совершаются с любовью. В Писании написано прямо. Я зачитаю вам несколько цитат, их достаточно много, как в Ветхом и Новом Завете, которые прямо говорят о том, что да, ребенок должен получать наказание, если он поступает неправильно с точки зрения родителей. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его», говорит нам книга Притчей. Следующее в этой же книге написано: «Глупость привязала к сердцу юноши, но исправительная разга удалит его от него». «Не оставляй юноши без наказания», читаем дальше. «Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгу и спасешь душу его от преисподней». Очень серьезно. «Разга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Ребенок, который воспитывается без обличения и наказания, опять-таки с любовью, потом становится стыдом своих родителей. Мне приходится очень часто выслушивать родителей, которые приходят ко мне с жалобами на своих детей. И когда мы говорим с родителями, я всегда говорю: знаете, дети – это зеркало, это ваше зеркало. Смотрите на своего ребенка, и вы будете в нем видеть самих себя. И вот когда в ребенке есть какие-то недостатки, как мы считаем, то взгляните на самих себя. А нет ли в вас, может быть, вот этих пороков, которыми согрешает ваш ребенок? Может быть, это где-то в помыслах, но ребенок, маленький ребенок, очень тонко чувствует сердце родителей. И когда родители согрешают, даже в помыслах, ребенок читает эти помыслы своим чистым сердцем. И отсюда у него откладывается отпечаток. Он повторяет эти мысли, а затем поступки, которые когда-то возникли в его родителях. Поэтому еще вот один принцип: когда вы наказываете детей своих, то обязательно делайте это с любовью, понимая, что
Воспитывая ребенка с любовью, вы воспитываете самих себя. Вы ребенку говорите о послушании. Посмотрите, а вы сами несете ли послушание достойно? Мама, несешь ли послушание мужа своего? Папа, а как ты несешь послушание своего начальства? Не перечишь ли ты ему? Не гордишься ли? Не возносишь ли ты над тем, кто стоит над тобою? Проявляешь ли ты свое смирение? Если вы делаете это, то, несомненно, ребенок ваш будет повторять. Он будет хорошим законопослушным гражданином земного Отечества и почитающим своих родителей, как тех, кто вместе с Богом подарили ему жизнь. Я объявил, что накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И не обуздывал их. Вот в первой книге Царств говорится о том, что Господь наказывает тех родителей, которые не обуздывают своих детей. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, тот наказывает и благоволит тому, как отец к сыну своему. Вот опять-таки мы возвращаемся с вами к тому, с чего мы начали нашу беседу, построение любви. Как в Святой Троице есть взаимоотношения любви, точно так же эти взаимоотношения любви должны быть и в семье, между всеми этими уголочками, краеугольными камнями, на которых строится семья, между отцом и мамой и детьми, взаимоотношения любви. И вот когда мы любим, мы наказываем. Только тот человек, который искренне, сердечно любит, он может наказать. Как правило, не наказывают своих детей родители, которые безразличны к своим детям. Увлеченность карьерой, успехом отодвигает детей на второй план. Детей, как вот мне хорошо говорят некоторые родители, действительно, как в камеру хранения сдают в детский садик, в школу. Дети там пребывают какое-то время, затем их забирают, возвращают. Дома, как правило, нет времени на разговор с ребенком, а утром снова в камеру хранения. Что происходит с ребенком в этой камере хранения, зачастую родителей не очень-то волнует. И это, конечно, тоже одна из ошибок родительских, с которой мы можем с вами встретиться. Не превращайте детский сад и школу в место, где ребенок у вас находится для того, чтобы вы отдохнули от него. Помните, что воспитание ваше совместно продолжается и в школе, и в детском саду. Совместно с теми, кто там работает. Вы должны быть соработниками педагога, как педагог должен быть соработником у родителей. И вот именно в такой симфонии мы с вами сможем воспитать действительно благочестивого ребенка. Ну вот наказание. Да, мы с вами поговорили про наказание, но тем не менее каждый ребенок, конечно, ждет похвалы от родителей своих, от педагогов. Несомненно, это очень важно, потому что это и есть проявление любви. Вот еще один принцип – это, конечно, родители должны ободрять своих детей, ободрять и хвалить их за хорошие поступки. Это тоже очень важный момент, дабы не вводить их в уныние. Опять-таки вспомните, о чем мы с вами говорили, да? Отцы не раздражайте своих детей, дабы они не впали в уныние. И мы с вами не только должны наказывать и наставлять бесконечно, но именно подбадривать их. Не по беззакониям наш створил нам, и не по грехам нашим воздал нам, как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Милость. Вот здесь мы с вами должны проявлять к ребенку милость. Когда, например, если он даже совершил какой-то неблагочестивый поступок,
Но если он попросил прощения, если он примирился с теми, кого обидел, если он исправился, мы должны обязательно отметить это, потому что это для него будет такой маленькой наградой и, наверное, укреплением его. Ребенок будет понимать, что он на правильном пути, что он должен поступать так, потому что это приятно родителям его и, конечно, угодно Богу. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Как женщина, которая воспитывает ребенка, как она кормит его, как она лелеет его, как она действительно любит его, если она забывает о том, что ребенка надо любить и хвалить, то это сделает за нее Господь. Конечно, Господь это сделает, но не получила ли бы наказание нерадивая женщина или нерадивый отец, которые не увидели в ребенке талант или сокровище, которое подарил Господь ему, не отметили это, и ребенка Господь дальше поведет по жизни, но горько могут сожалеть об этом родители. Фессалоникийцам в послании апостол Павел говорит: «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Хваля ребенка, мы даем ему пример правильного отношения к своему жизненному пути и, конечно, правильному соотношению в жизни своем небесного и земного. Вот еще очень важный момент, когда мы с вами будем правильно соотносить сокровища небесные и земные. Конечно, сейчас у нас хорошая жизнь. Когда начинают мне жаловаться некоторые, что мы живем плохо, то, конечно, мне иногда становится грустно и обидно. Потому что мы с вами, конечно, еще 10 лет назад не смогли бы вот так встретиться на вебинаре. Мы с вами не имели бы телефонов и компьютеров, мы с вами не имели бы прекрасного оборудования, мы не имели бы с вами такое разнообразие продуктов, которые мы сейчас имеем, возможностей, которые нам дает общество. Мы сейчас имеем много возможностей, но дело заключается именно в гордыне самого человека, который бесконечно просит давать больше и больше и больше. Так вот, конечно, мы с вами должны прежде всего ребенка это и воспитывать, чтобы оценивать то, что мы с вами имеем. Мы с вами имеем много, но кому дано много, с того много и спросится. И не жалуясь на свою жизнь, мы с вами даем и ребенку, конечно, возможность правильно развиваться и делать правильный выбор. Конечно, вот еще раз говорю о том, что мы имеем очень много возможностей сейчас. Но что нам говорит апостол Павел? Все мне возможно, но не все назидает. Все мне возможно, но не все полезно. Да, мы имеем много возможностей, но полезно ли это нам, прежде всего, нашим детям? Об этом тоже мы должны с вами помнить. Еще один аспект, который мы должны задеть с вами, это требовать послушания. Послушание от ребенка. Требовать послушания Богу и послушания родителям. Опять-таки мы с вами говорим о заповеди, которой мы начали с вами говорить. Это 5-я заповедь Декалога, которая говорит нам: «Почитай отца твою, мать твою, что продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Вот хочу обратить ваше внимание, об этом мы часто говорим, что единственное условие хорошей многолетней жизни на земле – почитание родителей. Опять-таки именно в такой гармонии, в симфонии, о чем мы с вами только что говорили. Но все-таки требование послушания от
ребенка – это тоже ваша обязанность. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твою мать – это первая заповедь с обетованием. Да будете благо и будешь долголетен на земле. Это повторяет уже апостол Павел в послании к Ефесянам. А в послании к Колоссянам апостол Павел говорит: дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Как родители подчиняются Богу, находятся в послушании, и опять-таки своим родителям, а опять об этом тоже нужно помнить, и педагогам, и родителям, потому что как мы с вами относимся к своим родителям, точно так наши дети будут относиться к нам. Вы не думайте, что дети не видят, как вы относитесь к родителям мужа своего или к родителям своей жены, ибо это родители ваши. Если вы относитесь к ним плохо, если их обсуждаете, осуждаете, сквернословите, не дай Бог, то, несомненно, вы это получите затем от своих детей. Вы же сами даете им пример. Если вы хотя бы обсуждаете действия своих родителей или как-то вы в чем-то сомневаетесь, то делайте это в отсутствии ваших детей. Потому что вы являете им пример неправильного поведения, непочитания родителей своих. И отсюда это все рикошетом, бумерангом вернется к вам самим. Ну и последнее, что хотелось бы сказать о принципах воспитания. Конечно, вот эта задача родителей наказывать и ободрять укореняется в Божьем предназначении. И благодаря этому растет вера ребенка. Мы с вами говорили о построении дня, как правильно построить день. Он начинается и заканчивается с молитвы. Точно так же в этих заповедях, в этих принципах воспитания мы укрепляем в ребенке веру. Только с верой в Бога, только будучи духовным человеком, ребенок наш станет законопослушным гражданином земного Отечества и благочестивым христианином или христианкой. От этого его вера будет укрепляться. Вы знаете, люди, которые с детства растут в вере, они, несомненно, являются, опять-таки мы возвращаемся к этому, они более устойчивые, они легче переносят испытания, которые встречаются на пути, они более стойкие, они не озлобляются, они не гневаются, не раздражаются. Самое главное, что мы должны с вами об этом тоже помнить, что такие дети, они не унывают или отчаиваются. А что является следствием отчаяния ныне ребенка? Не секрет, что растет детский суицид. Растет сейчас. И, конечно, ребенок, который находится в отчаянии ныне, в отсутствии любви, когда он не видит понимания родителей, когда на него ополчаются его сверстники, когда он не находит педагогической поддержки, то зачастую такой ребенок в унынии не видит иного выхода, как избавиться от всех окружающих его, тех, которые, по его мнению, не любят его. Но когда такой ребенок знает, что его любит Бог, когда в нем крепкая вера, он в самых неблагоприятных условиях, в самых озлобленных обществах всегда понимает, что есть тот, кто его любит, это Бог. И вот с этой верой, с этой любовью, которую он чувствует от Бога, такой ребенок преодолеет все преграды. Такой ребенок будет радостью в семье, радостью для вас, родители, радостью для вас, педагоги. И тогда мы с вами можем сказать: да, мы с вами действительно правильно выполняем свое послушание. Мы не можем сказать, что мы достигли успеха, потому что об этом успехе мы можем с вами говорить только тогда, когда человек завершает свою жизнь, стоит перед судом Божьим. Только там может Господь оценить, как мы с вами прошли свою жизнь, как воспитали детей своих,
как дети наши пройдут путь. Каждый человек сам отвечает перед Богом за свою жизнь. И когда вы будете об этом помнить тоже, когда будете понимать, что вы будете сами отвечать за свою жизнь, как я всегда говорю, что на суде Божьем не будет ни адвокатов, ни обвинителей, там будет только Бог. И вы будете без этих защитников, без обвинителей, будете стоять один на один перед Богом и отвечать за свои поступки. Об этом нужно всегда помнить, что нет ничего выше суда Божьего. И это тоже должен помнить ваш ребенок. Ну вот это об основных принципах. А если наше время позволяет еще, то мы тогда с вами, я не знаю, сколько мы проговорили с вами. Ну, 1 час мы проговорили, но я думаю, что наши коллеги позволят нам завершить все-таки и показать именно еще ту презентацию, которую отец Филипп. Да, я просто очень коротко хочу еще сказать, дорогие мои, о том, что сейчас рассматривается законопроект о профилактике домашнего насилия. И, конечно, здесь мы с вами должны понимать, что ведь создается этот закон опять-таки из-за нас с вами, из-за того, что мы с вами неправильно себя ведем. Существует уже много законодательств, уголовное, гражданское законодательство, которые, в принципе, все вот эти нормы, которые отражает новый законопроект, они уже во всех в них прописаны. Но просто мы плохо знаем законодательство и не исполняем его. Поэтому государство вынуждено, ну, конечно, может быть, и в рамках внешнего какого-то давления, да, создавать новое законодательство, в котором прописываются именно наказания за домашнее насилие. Задача, казалось бы, благая, да? Но что нас настораживает в этом законодательстве, что рассматривается в этом законодательстве несколько видов насилия, да? И в частности, вот, психологическое насилие, экономическое насилие, которые могут трактоваться по-разному. Очень размывчатые формулировки в этом законодательстве. У нас нет времени просто детально посмотреть, но я вам советую просто, вы сейчас опубликован законопроект, вы, пожалуйста, посмотрите, и вот в части насилия, определения насилия, вы посмотрите, и вы увидите, что описанное насилие существует в каждой семье. Вы не даете ребенку телефон, вы не даете ему играть в компьютер, вы не даете ему шоколадные конфеты, это насилие. Вы ограждаете его от своих денег карманных, это экономическое насилие. Если вы говорите ему, что он должен вас слушаться, выполнять послушание, о чем мы с вами говорили, это психологическое насилие. И таким образом люди иногда очень, может быть, и неблагочестивые получают доступ в семью. Этим могут воспользоваться люди, преступники, мошенники, которые могут использовать вот эти определения экономического, психологического насилия в своих интересах. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, активно примите участие в обсуждении этого законопроекта. Посмотрите внимательно, особенно вот эти формулировки, на что я обращаю ваше внимание, чтобы своевременно внести поправки в предлагаемый законопроект. Вот, наверное, на этом я и ограничусь. Ну, а завершить вот нашу беседу хочу такой маленькой презентацией на нас с такими картинками, которые я подготовил по различным источникам и 19 и 21 века, потому что моя презентация, мой доклад были посвящены воспитанию детей в 19 веке, уроки для 21 века. И мы с вами просто поговорим о том, о чем я уже косвенно говорил, о воспитании, например, дворян, да, как воспитывали дворян, какие принципы были, очень схематично и коротко мы с вами, наверное, вот так посмотрим. Итак,
изречение Пушкина. Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные, образованные. Ну, надеюсь, вы согласны с этим утверждением. А вот видите, приведена школа. Понятно, что эта школа не наша с вами русская. Но если посмотреть картинки из образовательных учреждений XIX века, то очень трудно отличить те школы, которые были в России, в Англии, в Германии, в других странах, даже в Америке, потому что очень похож процесс образования, обучения, воспитания, потому что всегда есть строгие педагоги, воспитатели, которые всегда стоят с указочкой или с розгой, что обязательно сопровождало, несомненно, любой воспитательный образовательный процесс. На что обращалось внимание? Конечно, храбрость и выносливость, соответственно, физическая сила и ловкость. Поэтому, когда ребенок ваш ходит здесь на физкультуру, даже в наше время, помните о том, что настоящим гражданином земного отечества может человек только сильный физически. Не препятствуйте ребенку физически тоже развиваться. И в то время, конечно, ребенок физически закаленный, в то время он тоже считалось, что он становится мужественным и никогда не падает духом, не теряет собственное достоинство, потому что любые трудности приравнивались к физическим нагрузкам. А много внимания уделялось изучению Библии в то время. С детства, наверное, такие вот, как о чем мы с вами сегодня говорили тоже, да, ребенку прививались качества как благородство, честность, чувство долга, любовь к родине. Патриотизм – это хорошее очень понятие, которое сегодня, к сожалению, у нас нет времени говорить, но, несомненно, это слово, имеющее в корне своем отец, отечество, это любовь именно и к семье своей, и к отечеству своему, это и к Богу, несомненно, потому что Господь – это Отец наш Небесный. Но, несомненно, конечно, присваивались хорошие манеры, о чем тоже выделялось очень большое внимание, потому что детей учили и танцевать, и красиво двигаться, красиво говорить, следить за своей одеждой, сейчас мы тоже увидим с вами. Но физические насилие, физические наказания, насилие мы не будем говорить, они присутствовали в XIX веке во всех образовательных учреждениях, как в России, так в Европе, так и в Америке. Это было в порядке вещей, была обычной практикой воспитания. И не было такого понимания, как сейчас говорят, права ребенка на свободу, спокойное детство, самовыражение, что, в общем-то, воспитывает из детей эгоистов, которые абсолютно не знают законов и рамок, в которых они должны с вами существовать. Ну вот, пожалуйста, очень хорошая, яркая картинка, которая нам говорит, как наказывали вот в XIX веке. Но учеников и требовали. Вы посмотрите, что должны были ученики? Носить скромную прическу. Встречая преподавателя кого-либо вышестоящего, ученик обязан снять головной убор, отдать честь. Соблюдать порядок, приличное поведение в общественных местах. Посмотрите, какое уважение к старшим, какое уважение к педагогам, какое уважение к родителям. Это очень важные моменты. Я хочу сказать, почему на двух языках, потому что этот доклад я представлял в Риге на конференции, поэтому я прошу прощения, вот у меня презентация на латышском и на русском языке, это авторская моя презентация, но просто с переводом на латышский язык. Я делал доклад на конференции международной. Ученикам запрещалось носить украшения, оружие, ходить в неопрятной форме. Ну, знаете, все относится к нашему времени. Детям не разрешалось посещать увеселительные заведения. И, конечно, если они это нарушали, то они получали наказание. Вот, пожалуйста, это не российская школа, но абсолютно такой же учебный процесс происходил, как и в России. Дети тоже разные, даже босые, посмотрите, сидят. Дети разного уровня приходили. И вот смотрите, важным был не успех и признание, самореализация, а ориентация на идеал. Ребенку прививался идеал, он следовал идеалу, который, как правило, это был христианский идеал, и именно следуя идеалу ребенок мог быть смелым, честным, образованным. И вот этим самым мы, конечно, если сейчас мы вернемся к этому, то избежим вот этих разбитых
сердец, отчаявшихся детей, которым говорили об успехе, о славе, о карьере. Он этого не достигал и считал себя совершенно безуспешным и никчемным человеком. А ведь не в этом заключается его предназначение. Конечно, честь была главной сословной добродетелью. И честь, хорошее поведение дворянина, и это же, кстати, воспитывалось и в крестьянских детях, были гораздо важнее, чем выгода, успех, безопасность, даже просто рассудительность. Вот о чем я говорил с вами. Умение красиво одеваться и хорошо выглядеть. Вот граф Честерфилд писал: истинно расположенный к людям человек не станет оскорблять чувства ближних, не чрезмерной небрежностью в одежде, не излишней щеголеватостью. Одежда должна быть чистой, но в то же время она должна быть достойной и красивой. Не такой небрежной, как сейчас вот иногда попускают родители детям своим ходить в школу там, в разодранных джинсах и так далее. То есть такого не должно быть. Все-таки ребенку нужно прививать вкус с детства, в том числе к одежде. Вот посмотрите, как красиво проходили балы, как красиво танцевали дети, как они красиво одеты. И уже сама одежда и обстановка вот этого вечера, да, она уже предполагала, конечно, и очень галантное обращение мальчиков с девочками, так, и, конечно, умение двигаться и вести беседу обязательно во время этих вечеров. Конечно, также оборудованы были и комнаты мальчиков и девочек, в которых, конечно, у мальчиков это было оружие, это были лошадки, у девочек это были куклы и так далее. Конечно, одежда тоже не имела такого. Сейчас очень, кстати говоря, большое значение придается разделению, такое, может быть, излишний акцент на половое воспитание. Такого раньше не было. Вообще об этом начинали ребенка говорить достаточно поздно. Вот то, что сейчас происходит, конечно, в школах, это тоже плохо. Ребенок абсолютно не сосредотачивался на своей половой принадлежности. Важно было получить образование, а затем уже он уже ассоциировал себя именно с таким достойным мужским поведением, женщина с женским поведением, потому что главное было получить образование, хорошее воспитание, хорошие манеры, хорошее знание. И вот тогда, конечно, нормальные были отношения между мужчинами и женщинами. Ну вот смотрите, как одевали детей, даже такие платьишки носили и мальчики, но это не означало абсолютно ничего того, что сейчас несет вот одежда, сразу показывает человека какую-то принадлежность к какому-то другому полу или какие-то искажения начинаются. Ну, не секрет, что, конечно, сегодня пропагандируются однополые браки, конечно, чего было совершенно невозможно в то время. Ну и, конечно, вот евангельское изречение, которым воспитывали детей. Относись к другим так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе. То есть это слова Евангелия от Матфея. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вот смотрите, мальчик застегивает ботиночки другому мальчику, и в этом не видит никакого ущемления своего достоинства. То же самое было и в других странах. Во Франции, в Италии, в Англии детей воспитывали в вере. Как правило, это были христианские семьи, и основы, догматы веры, конечно, были основой воспитания. Особо, конечно, Италия. Здесь мы можем сказать 19 век, когда значение семьи до сих пор сохраняется. Там несколько поколений могут жить под одной крышей. Вот прекрасные иллюстрации к этому. Ну и так мы можем с вами сравнить отличия воспитания детей в 19-21 веке. Что мы имеем, о чем мы говорили сегодня с вами в начале, и что было в 19 веке. Ну и вот такая табличка, которой я и закончу свою беседу. Просто чтобы вы имели ориентиры, что мы должны, к чему, каким идеалам мы должны стремиться в воспитании наших детей. Итак, 19 век. Воспитывалась храбрость и выносливость,
в 21 веке стремление уйти от ответственности и заботы о красоте тела излишнее. 19 век – честь, милосердие, целомудрие. 21 век – вседозволенность, раннее половое воспитание, эгоизм. 19 век – ориентация на идеал. 21 век – успех, самореализация, слава, задачи воспитания нынешнего. 19 век – непреложный авторитет отца, о чем мы говорили с вами, построение семьи, строгое семейное воспитание, сохранение семейных традиций. Что мы имеем сейчас? Искаженное восприятие семьи, приоритет главенства матери, ювенальные технологии, завышенные права ребенка, отсутствие обязанностей по отношению к семье. 19 век – скромность. Скромность украшала тогда смирение ребенка. Сейчас мы говорим о креативности. Мы воспитываем гордых, непослушных детей. Креативность – самая главная сейчас цель. 19 век – патриотизм, любовь к Отечеству. 21 век – личная выгода, стремление жить там, где богаче и сытнее. Поэтому не удивляйтесь, что ваши дети по опросам стремятся выехать в другие страны. Потому что там богаче, там сытнее. Им кажется, что там они могут себя больше реализовать. И забывая о том, что есть Отечество. Есть красота, которая нас окружает, которую мы не видим, к сожалению. А ведь это самое главное. Это умение видеть красоту окружающего мира. Это тоже внутреннее состояние человека. И 19 век – духовность, религиозное воспитание. И 21 век – отрицание духовной традиции, поклонение кумирам. Так вот, дорогие мои, завершая, все-таки хочу, конечно, сказать вам, что какое наше око, такое наше тело. Если наше око будет светлым, мы будем светлым видеть окружающий мир. Если наше око будет темным, это будет для нас означать, что все вокруг мы будем видеть в отрицательном свете. Мы во всем с вами будем видеть грязь, темноту, недостатки. И все нам будет казаться очень плохим и мешающим нашей жизни, казалось бы, такой желаемой, роскошной жизни. Но когда мы с вами внутри будем чистыми и гармоничными, когда у нас будет любовь, то мы будем видеть с вами мир окружающий совершенно другим. И вот тогда, о чем мы с вами говорили, станет просто образом нашей жизни. Не просто, скажем, таким законом, который надо исполнять. Нам даже не нужно будет напоминать заповеди, они будут частью нашей жизни. Вот когда мы с вами увидим в ребенке, что исполнение заповедей – это образ жизни, знаете что? Действительно, вы не зря прожили жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо вам, уважаемый отец Филипп, за столь содержательное выступление, и за напоминание, и за поучение, то, которое, просто вот, я думаю, что нам очень было необходимо сегодня эта информация. Потому что очень часто педагоги задаются вопросом, ну что же, как же вот этой профилактикой этой вредных привычек заниматься? И очень часто предлагают информацию о том, какие бывают наркотики, какие бывают виды алкогольной продукции. А сегодня мы услышали как раз то, благодаря чему обо всем этом бы не стало нужным говорить. И вот когда мы говорим о профилактике вредных привычек с точки зрения здорового образа жизни, с точки зрения правильного уклада семейной жизни, вот оно и является как раз профилактической деятельностью. И тогда не нужно будет, вот когда нам говорят, что это необходимо провести, когда мы будем говорить о ценностях, когда мы будем говорить о добром, вот тогда оно будет на слуху. И чем больше мы говорим о плохом, о негативном, тем больше мы провоцируем и даже иногда даже распространяем, хотя это происходит совершенно подспудно, то есть мы этой цели не имеем, но происходит именно таким образом. И, уважаемые коллеги, конечно же, у нас в Институте развития образования открылся консультационный центр по оказанию консультационных услуг, которые предлагаются совершенно бесплатно. И у нас есть еще и просветительские проекты, в рамках которых мы проводим и вебинары, и дискуссионные площадки, и круглые столы. К одному из них я приглашаю вас поучаствовать 9 декабря, уже в понедельник, в 4 часа. На базе Коми Республиканского института развития образования
На сайте информацию уже вы можете увидеть. К нам придут очень много людей, экспертов, в качестве экспертов, которые тоже продолжат эту же самую тему. И мы сегодня на тематических родительских собраниях, которые вы можете заказывать, мы ищем людей, которые могли бы прийти на родительском собрании и выступить перед родителями. Эта помощь тоже реальна, она может связана быть и с темой наказания и поощрения, это очень важная тема. И что такое семейные традиции, их роль в воспитании ребенка. И что такое право ребенка на собственный выбор. Не те права, о которых мы сегодня говорим, а именно нравственные основы права. И у нас есть такая авторская программа «Азбука права», которая тоже, ей присвоен статус авторской, и она сегодня предлагается образовательным организациям с точки зрения нравственных основ права ребенка, посмотреть именно о мере ответственности, да, перед выбором. Почему же свой ребенок становится чужим? Как найти взаимопонимание со своим ребенком? Как организовать свободное время? Тема «Дети и деньги». Знаю ли я друзей своего ребенка? Тема дружбы. Сегодня мы услышали очень много прекрасных примеров о дружеских взаимоотношениях. И как-то раньше, может быть, мы не задавались вопросом, что же такое истинная дружба в семье. А истинная дружба, она построена на определенных принципах. И здесь вот в этом семейном укладе принцип дружбы – это наставничество. Да? Старший, умудренный опытом, он помогает в формировании более младшего. И вот эта иерархичность, она очень важна в семье, а значит, эта иерархичность переходит в стены образовательной организации. То, о чем мы с вами сегодня должны говорить, помнить и, в общем-то, убеждать в этом родителей. Потому что любая тематическая тема, которую бы мы не предлагали родителям сегодня, к сожалению, из-за того, что отсутствует время, какие-то постоянные проблемы, и родитель очень часто хочет услышать про своего ребенка несколько комментариев, но чаще всего эти комментарии связаны с плохим поведением и с плохой успеваемостью. И родители зачастую уходят от классных руководителей, от общения, потому что это общение не считают для себя эффективным. И для того, чтобы это общение стало эффективным, и для того, чтобы эта дружба уже начиналась не только значит, в семье, но и переходила в стены образовательной организации, там, конечно же, должны мы предлагать родителям те темы, которые им будут интересны. И можно даже собрать через анкетирование ряд вопросов, которые бы заинтересовали родителей, и на которые бы они точно согласны были бы прийти и поучаствовать в качестве экспертов, в качестве гостей, в качестве ну, может быть, специалистов, потому что у каждого родителя есть и свой какой-то вот опыт личный, где он может быть помощником педагогу. И вот эта позиция наставничества, она должна быть всесторонней. То есть есть родители, которые могут поделиться каким-то своим опытом и даже помочь в чем-то своему педагогу, с которым работает классным руководителем. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами еще поговорить. Ну и мне хотелось бы, конечно, отца Филиппа поблагодарить от всей души. Я надеюсь, что эта встреча для вас была полезной, ценной. Это уже конкретный методический материал, который можно использовать. И вот если эта презентация была бы как подкреплением нашего вебинара, и мы бы ее разместили даже с согласия отца Филиппа на сайте института, я думаю, что эту презентацию можно прям с ней идти классным руководителям и строить беседу с родителями, проводить лекторий или кинолекторий. И у нас на следующем республиканском методическом объединении классных руководителей я думаю о том, что нам нужно будет федеральный проект представить, киноуроки, который уже существует, который разработан, на сайте размещен. И вот такие короткометражные фильмы, буквально минут 15, которые раскрывают содержание духовно-нравственного воспитания. Нужно проводить эти беседы не только с детьми, но и в семейных гостиных вместе с детьми и с родителями. И мне кажется, это ценный и богатейший материал, который мы с вами потом на следующем республиканском методическом объединении обязательно постараемся услышать, узнать об этом проекте. И продолжая тему работы с родителями, конечно же, у меня еще есть несколько показателей, критериев, которые могут служить эффективностью организованного процесса. Для нас очень важен, как вы разрабатываете, насколько вы умеете разрабатывать программы сотрудничества, потому что это тоже очень важный показатель, мера ответственности каждого, кто в чем себя может найти, кто в чем более успешным,
может быть. И это сотрудничество, оно должно быть внутри еще и самой образовательной организации. Каким образом мы можем взаимодействовать с психологом, с социальным педагогом, на какую тему мы можем пригласить в рамках договора о сотрудничестве с епархией Сыктывкарской священника на беседу, где мы можем медика пригласить. И вся эта межведомственность у нас уже установлена в нашем консультационном центре. То есть мы уже вот этот межведомственный подход уже реализуем на протяжении последних 2 месяцев. Поэтому следите, пожалуйста, за сайтом, за нашей информацией, группа ВКонтакте. И если у вас появятся заявки, мы готовы откликнуться и продумать именно конкретно под каждую проблему, под каждую тему того специалиста, который смог бы поделиться своим бесценным опытом. Ну и благодарю всех, завершаю. Всего вам доброго. Ждем ваших вопросов. Вы можете нам писать через сайт, звонить, обращаться. Наверняка вы знаете наши контакты. И на этом сегодня завершаем. Спасибо всем. Спасибо.